Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в одном из лучших ресторанов России «Аврора». И сегодня мы будем готовить одно из самых популярных блюд нашей страны. Это пельмени. Пельмени от Скиф, пельмени от Хатуаз и пельмени Дайдум Ага. Это полуфабрикаты. Наш повар приготовит их в равных условиях, чтобы конкурентная борьба была более-менее честной. И о ценах. Итак, о ценах. Первый это у нас пельмени классические Скиф, 181 рубль 400 грамм. Пельмени Дайдум Ага 260. Пельмени русские Хатуаз 194 рубля. Пельмени состоят из говяжьего и свиного фарша, то есть классический рецепт. Но по цене, походу, у нас Дайдум Ага самая высокая. Сейчас в равных условиях наш повар приготовит пельмени, а также мы узнаем секреты приготовления для нас, для дилетантов, конечно. Пельмени, конечно, всех объединяет, но вдруг что-то непонятное, как их готовить. Давайте это узнаем. Поделитесь, пожалуйста, несколькими советами по приготовке пельменей. Например, я слышал, что их нужно до готовки размораживать. Пельмени вообще не надо размораживать. В замороженном виде закидываем в бульон, кипящий бульон. Второй дилетантский вопрос. А сколько нужно воды, скажем, на наши 450-400 грамм? На 500 грамм пельменей обычно 1,5 литра воды. Ну, то есть в 3 раза больше воды по объему смотрим. Да. Хорошо. Третий вопрос. Нужно ли солить? Ну, бульон обязательно солить надо. Приступаем к готовке. Воду советую взять очень холодную. Можно и даже на ледяной воде. Ну, на чистой воде сделать. А как это влияет? Вот? Ну, это чисто экологически, наверное. Когда мы закидываем пельмени, лучше солить потом. Когда уже пельмени плавают у вас, готовятся, и тогда закидываем соль. Перец и можно еще лавровый лист на вкус бульона, чтобы она вкуснее была. После 5 минут варки они у вас всплывут, и вы уже понимаете, что пельмени у нас уже готовы. Пельмени надо варить на медленном огне, если у вас индукция, это 3. Вода закипела, пельмени должны быть замороженными. Все. И обязательно перемешиваем, чтобы они не слиплись. Когда вы заливаете, вот открываете же пакет и заливаете вот так, таким образом, чтобы горячая вода в руку не попала. Сколько примерно соли нужно? Чайная ложка достаточно, меньше даже чайной ложки. Обычно специи добавляются по вкусу. Кто-то соленые любит, а кто не сильно соленые любит. Вот теперь можно вот этот бульон, когда она во время варится, да, у нас сколько минут осталось? 4 минуты, 3 минуты осталось. Пока варится вот бульон, вы можете добавлять лавровый лист, всякие специи, куриные бульоны, говяжий бульон. 5 минут прошло, и мы уже достаем пельмени. Нужно ли их под холодной водой держать? Нет, конечно. А чтобы они не слипались, что с ними можно сделать? Масло сливочное надо обязательно. Вот после этого вы можете его пожарить. Пожарить на сливочном масле, если кто жареные будет кушать. Если мы подольше подержим, да, дольше 5 минут, они слипаться будут и переварятся. А с чем обычно подают пельмени? С чем они будут намного вкуснее, например? Сметану можно отдельно сделать и поливать зеленью. Мы первый дадим попробовать вам, на ваш взгляд и вкус. Хорошо? Это ни в коем случае не войдет в рейтинги, определяют, как всегда, наши независимые эксперты, но мы поделимся своим мнением. Здесь однозначно фарша очень много и вкуснее получается. Здесь тесто очень толстое. Ну, а здесь как бы средненько. Значит, победитель? Вот это. Отлично, спасибо. Маша, не хочешь поесть? Сейчас мы непременно попробуем то, что у нас получилось, и тоже вынесем свой вердикт, который не войдет в наш рейтинг этих пельменей.
Итак, мы начинаем дегустацию наших пельменей и выявим также свое мнение, какой из них намного вкуснее. Так, пошел хатуаз. Мне нравится. Прикольно, что со сливочным, да? Маслицем. Здесь свинина больше кажется. Такой сбалансированный, четкий, мясо больше. Хоть и... Да. Мне вот тоже понравился последний и первый очень даже ничего. Значит, у нас скиф, хатуаз и... Дойду мага. Дойду мага. Ну, дойду мага действительно оно. Хоть и дороже, 260 рублей по сравнению с 200. Но очень-очень вкусно. Это местные пельмени? Да, именно местные, якутские. Все три. И вам нужно будет вот с каждого, да, попробовать и сказать, какой номер вам больше понравился. По одному кусочку. Вот начиная с первого, вот это третий. Давайте Это с первого. третий. Так. Это Аврора, да? Нет, это именно это полуфабрикаты. Мы просто наши там идем. готовили. Мясо пахнет. Это второй номер. И третий. Итак, ваш вердикт. Первый, третий. Первый и третий. Мгм. И Здесь мясо больше. в третьем. В третьем, ага. И... Но больше понравился первый. Первый. Да. Ваш балл за первый За номер. первый номер. Отлично, спасибо. Ага. Часто покупаете местные пельмени? Я вообще полуфабрикаты не покупаю. Мгм. Готовлю Сами сама. готовите? Да. Мгм. Ну, Ну, он если похож. будет какой-то... Да, ну и потом, если надо узнать название этого Ага. продукта, кто Смотрите делает. Якутское Саха-информационное агентство. Хорошо. Там узнаете. Спасибо. Часто покупаешь пельмени? Не местные. Мгм. Ну, эти нормальные, их кушать можно. Мгм. Но все они, кстати, якутского производителя. У нас тут битва якутских пельменей. А тут есть соленины? Нет, тут только говядина, свинина. Ну, то есть классический рецепт. Ну, эти нормальные. Мгм. Эти чуть-чуть другие. Мгм. Они как будто более с маслом сливочным. Ну, Чувствуется. может, попался пельмешка больше с маслом. Но по вкусу чуть-чуть различается, но разницы особо не чувствую. Мгм. Вот эти странные. Но мне вот эти понравились больше всего. Первые. Да. Часто покупаете пельмени? Нет. Мама не готовит? Не, я такой не ем. Да? А что едите? В ресторанах. О. Сколько в ресторанах пельменей? Всегда Ладно, шучу. Мгм. И номер 3. Итак, первый, второй, третий. Который вам больше зашел? Но вот эти двое лучше. Мгм. А это самые худшие. Худший? Мгм. Итак, ваш выбор между первым и вторым. Та-драм-дам, фанфары там. Но они одинаковые были. Да? Да. Но все-таки Вот. нужно определиться. А это первый, а это второй, это третий. Хорошо. Тогда выигрывает номер 2. Да. Отлично, спасибо. Не А за почему что. так? Вот что вам больше всего? Ну, они, в принципе, одинаковые. Здесь какое-то мясо не такое было. Да? Да. Хорошо, спасибо. Они разные, что ли? Они, да, это все якутские производители, но разных фирм. Это сочнее. Сочнее. А что это? Здесь мяса больше. Угу. Ольгин, какой ваш выбор? Первый, второй или третий? Первый я не выбираю вообще. Угу. Из этих. Ну, тут мясо побольше. Номер 3. конечно. Угу. Отлично. Ну, было бы еще сочнее, хорошо было бы. Мгм. Часто покупаете пельмени? Нет, я делаю свои. Даже сегодня утром наделала.
Отлично. Мгм. Перед вылетом в Якутск. Я Вот сегодня туда? с Алюком прилетела. Поздравляем. Как там погода? Солнце. Отлично. Еще жарче, чем у вас. Ага. Но мне больше понравились вот эти. Первые. Да. Отлично. А почему вот как это? Ну, по вкусовым качествам. По вкусовым? А вот эти тоже вкусные, но я не люблю пельмени с чесноком. Ага. Ну то есть в третьем номере вы почувствовали чеснок. Чеснок, да. Отлично. Так, подожди, Ты все подожди, я перепробуешь? тебе дам. Я тебе дам ложечку отдельно. Как зовут? Айсена, пробуй. Первый пробуй. Ага. Ты попробовал? Как тебя зовут? Петя? Петя. Итак, первый. Закрываем. Второй номер. Попробуйте. Давай, Пробуйте, пробуй. Все Угу. пробуй. Подожди, еще Еще третий есть. третий еще есть. Итак, хорошенько пережевывайте. Да, до конца доешь. Итак, кушайте третий номер. Угу. Закрывай. Так. Какой самый Наши вкусный? эксперты. Петя и Айсена. А Сина, какой понравился тебе? Первый номер. Петя? Первый тоже. Тоже первый. А почему? Он самый вкусный. Спасибо. А тебе как показалось, Айсена? Потому что она, есть это чувство, а там нету, нету. Нету чувств. Спасибо. Наши сотрудницы ресторана «Аврора» часто приходится пельмени пробовать? Не очень. Не очень. Ну давайте. Номер 1, номер 2, номер 3. Повара не дают, да, пробовать? Не разрешают начать. Мясо вкусное. Угу. С бульоном. Угу. Итак, номер 1, номер 2 и номер 3. Какой? Какой самый вкусный? Второй. Второй? Первый. Первый? Отлично. По мнению наших народных экспертов, однозначным победителем нашего сегодняшнего опроса стали пельмени от производителя «Скиф». Да, вот, скажем, в защиту наших коллег по пельменному бизнесу Хатуаз наиболее сбалансированный, а зато Дайду-Мага очень много мяса. Хоть и, конечно, стоимость немножко превышает, но Отвечает цене, так сказать. Да. И будьте с нами, смотрите, читайте Якутское Саха-информационное агентство и смотрите передачу. Давайте попробуем.